Сахар, яйца, мука, масло. Пожалуй, едва ли найдется семья, которая обходится без этих продуктов. Однако цены бьют по карманам. Глава государства в начале месяца обратил внимание на повышение стоимости продуктов первой необходимости и потребовал немедленно принять меры по их сдерживанию. Законность прайсов надзорные ведомства уже проверяют. Мониторинг цен на торговых точках Назрани проводит прокуратура города совместно с представителями управления Федеральной антимонопольной службы и Роспотребнадзором. Правительство страны уже установило предельную стоимость на ходовые продукты. К примеру, масло не должно стоить больше 110 рублей. Этот предел действует как для оптовиков, так и для розничной продажи. 110 рублей она стоит. А вот с примесями, вот здесь с добавлением масла виноградной косточки написано, здесь, она дороже идет, но это с примесями уже считается. А чисто подсолнечное масло здесь 110 рублей стоит, 104 рубля, зависит от производителя. То есть не более 110? Не более 110 рублей по поручению правительства Российской Федерации. В этом супермаркете цены уже начали снижать. Установлена властями и стоимость на сахар. Она не должна превышать 46 рублей. Директор магазина признается, что цены меняются регулярно, но прайс на социально значимые продукты привели в соответствие с новыми требованиями. Нам прислали цены, мы их меняем. А на сахар насколько вы снизили? Там раньше была цена 49 за килограмм, по-моему, а сейчас уже 45,99. Правда, картина в других продуктовых не совсем удовлетворила проверяющих. Цены на подсолнечное масло завышены на 30-40 рублей. Когда новый товар не получили, по другой цене, естественно, мы 40%. Откуда вы товар получили? Не с мальчиков. Такая же история в ходе проверки обоснованности цены и в следующем сетевом магазине. Здесь килограмм сахара стоит 76 рублей вместо установленных 46. Сами предприниматели заявляют, что поставщики начали резко поднимать цены еще с начала пандемии. Подорожали не только сахар, масло, мука, но и молочные изделия. Если еще пару месяцев назад лоток яиц можно было приобрести за 170 рублей, то сейчас его ценник доходит до 250. Последние 2 месяца, 1,5 месяца, цены поднимаются очень сильно. Якобы, вот некоторые поставщики, когда я спрашиваю, почему там на масло цену рафинированные подняли, якобы кукуруза была, сезон не было, в этом году кукуруза плохо росла. У кого-то сахар, у кого-то еще, но цены подняли очень сильно. Правда, многие поставщики взяли за привычку связывать рост цен с изменениями на валютном рынке. Однако большинство продуктов первой необходимости произведены в России, и их стоимость не зависит от этих колебаний. В свою очередь, министр сельского хозяйства страны доложил президенту России, что внутреннего производства сахарного песка достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. В этих условиях сегодня падает покупательная способность населения. Постоянно об этом говорим. Реальные располагаемые доходы упали на сколько там? На 3% с лишним. На 4,3%, Владимир. На 4,3%. Да, на 4,3%. А цены на сахар выросли на 71 с лишним процентов. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет просто для базовых продуктов питания. Куда вы смотрите? И вот это вопрос. Это же не шуточки. В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают, вот на такие величины, а вы, мне сказки рассказываете здесь про то, что что вы там будете делать? Собрание проводить, да? И, возлагаете надежду на антимонопольную службу. Перемены на прилавках покупатели заметили сразу. Многие рады, что власти начали проверки обоснованности цен. Заявляют, что в такое нелегкое для всех время неоправданно повышать стоимость продуктов. Вопиющая несправедливость. Порядок ценообразования прокуратура Назрани намерена проверить тщательно. В ходе рейда уже получили у предпринимателей приходящие накладные. Неоправданно высокие цены сотрудники будут фиксировать и применять санкции к нарушителям. Мы будем анализировать, сравнивать с закупочными ценами и с ценами, которые реализуется продукт. В случае выявления нарушений закона в отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
Сотрудники прокуратуры намерены и дальше продолжить рейдовые мероприятия в городе с целью недопущения необоснованного повышения цен на продовольственные товары. За нарушение требований законодательства предпринимателей будут привлекать к административной ответственности. Работники управления ФАС Ингушетии, в свою очередь, анализ мониторинга цен будут направлять в Управление Федеральной антимонопольной службы России. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.